Слово для основного доклада позвольте предоставить Стручкову Алексею Александровичу, первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Уважаемый Петр Васильевич, уважаемые народные депутаты, уважаемые участники парламентских слушаний. Прежде всего я хотел бы отметить своевременность и актуальность рассматриваемой тематики сегодняшних парламентских слушаний и предоставленную возможность на площадке Государственного собрания Республики обменяться мнениями и обсудить предложения по формированию плана первоочередных мероприятий по снижению уровня бедности в нашей республике. Как было уже отмечено, президентом Российской Федерации одной из национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года определено снижение в 2 раза уровня бедности населения. Это означает, что к этому периоду уровень бедности в стране должен быть снижен с 13,2%, как это было в 2017 году, до 6,6%, в Республике Саха-Якутия с 21% до 10%. За 6 лет численность населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться в целом по Российской Федерации на 9,6 миллионов человек, у нас в республике на 95 тысяч человек. Эта задача очень сложная, и решать ее надо совместными усилиями всех ветвей и уровней государственной власти. Напомню, что для определения бедного населения в Российской Федерации принимается единственный критерий – это среднедушевые денежные доходы менее прожиточного минимума в среднем на душу населения. За прошедший 2018 год нам удалось сократить уровень бедности в регионе более чем на 1 процентный пункт до 19%. Это стало возможным за счет роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения на 5,3% пункта, а также реальных располагаемых денежных доходов населения на 2% на фоне спада этого показателя в предыдущие годы. Положительная динамика показателей обусловлена принятием решений по опережающему росту заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, а также изменением правового регулирования минимальных гарантий в сфере оплаты труда. Мы провели анализ, и по итогам проведенного анализа основными факторами влияния на показатель бедности и социального профиля бедности является, прежде всего, это недостаточный темп роста денежных доходов населения, так соотношение номинальных денежных доходов с величиной прожиточного минимума по предварительным данным по итогам 2018 года в нашей республике составило 2,6 раза, а этот показатель по Российской Федерации составляет 3,2 раза. Хотел бы также отметить, что в регионах, где уровень бедности составляет менее 10%, такое соотношение составляет до 3,5 раз. Второй фактор – это объективно обусловленная высокая стоимость жизни. Величина прожиточного минимума в республике в 2018 году в среднем составила 16,5 тысяч рублей и превышает среднероссийский показатель в 1,6 раза. Третий фактор – это высокий уровень безработицы. По итогам 2018 года он составил 6,9% пунктов. В Российской Федерации показатель равен 4,8%. При этом мы отмечаем низкую занятость в малоимущих семьях. Доля занятых в экономике среди малоимущего населения в возрасте от 16 лет и старше составляет 55%. Средний возраст безработных при этом составляет 35,8 года. И в структуре безработных по возрастным группам наибольший удельный вес занимают граждане молодого возраста до 35 лет. Этот показатель составляет 54,8% пунктов. В-четвертых, это высокий коэффициент семейности. Средний размер семейной ячейки по данным переписи 2010 года у нас в республике составил 2,9 человека. В Российской Федерации этот показатель составляет 2,6. И как следствие это высокая иждивенческая нагрузка. При этом, как известно, что рождение каждого последующего ребенка в семье повышает риск снижения среднедушевых доходов на одного члена семьи. По состоянию на начало 2018 года на 1000 человек трудоспособного населения в нашем регионе приходилось 428 детей. В Российской Федерации показатель составляет 331,3 и на Дальнем Востоке 342,3 человека. Социальный профиль бедности при этом имеет следующие характеристики. Во-первых, это семьи с детьми. В структуре малоимущих семей семьи с детьми до 18 лет занимали 86,7%,
из них 42% это многодетные семьи. Например, вот в нашей республике 27 100 семей, многодетных семей, и по нашей оценке из них 23 тысячи семей являются малоимущими. Это примерно 85% от их общего количества. И в этой связи возникает очень простой вывод, что семьи с детьми, особенно многодетные и неполные семьи, являются главным объектом анализа причин бедности и выработки мер по ее существенному сокращению. За последние годы проведены крупные мероприятия по стимулированию рождаемости. Система поощрения рождаемости каждые 3 года дополняется новыми мероприятиями. И понятно, что следствием рождения детей является уменьшение совокупных денежных доходов семьи. Один из членов семьи перестает получать заработную плату, в семье появляется еще один, а в ряде случаев 2 или 3 неработающих граждан. Система детских пособий в некоторой степени компенсирует эти потери, однако она не покрывает реальные материальные потери семьи. В этой связи, параллельно с вопросами стимулирования рождаемости, требуется решать вопросы более весомой поддержки уровня жизни семей с детьми. Во-вторых, это семьи, в составе которых находятся безработные, доля незанятых среди малоимущего населения в возрасте от 16 лет и старше составляла 45%. Большинство малоимущих семей, или более 59%, проживают в сельской местности. При этом в число малоимущих попадают и работающие бедные, или низкооплачиваемые работники. Сегодня, по нашим оценкам, число только работников бюджетной сферы заработной платы на уровне минимального размера труда составляет порядка 30 тысяч человек. Соотношение доходов малоимущих домохозяйств величиной прожиточного минимума составляет более 63%. В среднем на бедное домохозяйство приходится денежных доходов чуть более 45 тысяч рублей в месяц, или на одного члена семьи 11 тысяч рублей. Соответственно, дефицит денежного дохода составляет за последние годы примерно 6 тысяч рублей в месяц на одного человека. Вот на этом слайде представлено распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов населения, и при этом по нашим расчетам общий дефицит денежного дохода малоимущего населения по итогам за 2018 год составит порядка 11,5 миллиардов рублей в год. При этом необходимо отметить, что население с наименьшими доходами в среднем тратит на продукты питания 45% от своих потребительских расходов, чуть более 12% на оплату жилищно-коммунальных услуг, 10% на одежду и обувь и 6% на транспортные расходы. Это представлено на слайде. Необходимо отметить, что официальный показатель уровня бедности измеряется в соответствии со статистической методологией на основе денежных доходов населения, величины прожиточного минимума и распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов на основе данных выборочных обследований домашних хозяйств. С 2017 года при этом введен персонифицированный учет бедного населения в виде единого реестра граждан, семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке, и в нашем регионе на основе не только денежных доходов, но и дополнительных критериев нуждаемости, таких как материально-бытовое положение домохозяйства, состояние жизненной ситуации, занятость и другие показатели. И по нашим оценкам 94 тысячи человек, или примерно 9,7% населения, уже поставлено на учет как особо нуждающиеся в заботе государства. В территориальном разрезе наибольшая численность в удельном соотношении приходится на арктические и сельские территории. В арктических улусах 24,3% населения состоит в реестре особо нуждающихся. Вместе с этим сегодня Министерством труда Российской Федерации перед субъектами Российской Федерации поставлена задача сформировать полный реестр малоимущих граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Чтобы понимать, как далее работать с бедностью, необходимо понимать глубину и причины бедности, не по среднестатическим средам, а с учетом индивидуального подхода к проблеме бедности каждой семьи. Нами планируется распространить модель межведомственного взаимодействия по технологии социального контракта и индивидуальных программ для сопровождения граждан из реестра в целях вывода их из бедности. Также нами поставлена задача по развитию действующих мер социальной поддержки с переходом на их максимальное предоставление на условиях взаимных обязательств. При этом действующие отраслевые механизмы по различным видам
государственной поддержки также должны быть пересмотрены в целях максимальной их ориентации на целевую задачу снижения уровня бедности и приоритетную поддержку именно малоимущих граждан. Правительством республики сегодня реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение доходов населения, поддержку малоимущих и отдельных категорий граждан через механизмы действующих государственных программ в сфере занятости, развития образования, развития здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства, поддержки сельского хозяйства. Так, например, на повышение оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики с учетом реализации майских указов президента Российской Федерации за последние годы из государственного бюджета республики было направлено более 40 миллиардов рублей. В общем объеме государственной программы «Социальная поддержка граждан» более 13 миллиардов рублей направляется также на меры социальной поддержки. Это семьи с детьми, дети-сироты, ветераны тыла и труда, участники войны, инвалиды и отдельные категории граждан. В целом, по разделу «Социальная политика» министерствами и ведомствами предоставляются меры социальной поддержки общим объемом 30 миллиардов рублей, что составляет более 14% всех расходов государственного бюджета республики. Вместе с тем, решение проблемы бедности с учетом проведенного анализа причин и социального профиля бедности требует дальнейшей приоритизации проводимой государственной политики и расходов бюджета с учетом необходимости решения в первоочередном порядке следующих вопросов. Это обеспечение занятости населения и в особенности сельского населения, это рост доходов работающего населения, повышение доходов семей с детьми, разработка дополнительных механизмов по поддержке населения, которое проживает в наших арктических районах. В этой связи в настоящее время разработан план первоочередных мероприятий по повышению доходов населения и снижению уровня бедности на период до 2024 года. Особое внимание в данном плане уделено содействию занятости и самозанятости населения, созданию условий для роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства. Охват граждан мероприятиями активной политики занятости составляет более 25 тысяч человек, в том числе на селе более 14 тысяч человек. В текущем году проходит профессиональное обучение более 600 граждан предпенсионного возраста. Из них трудоустроено 446 граждан с инвалидностью. Для них разработана новая линейка мер, которая начинается от сопровождения при поиске работы вплоть до участия специалистов Центра занятости при собеседовании инвалидов с работодателем, финансовая поддержка организации при оснащении рабочего места, возмещение затрат по заработной плате трудоустроенному инвалиду и наставнику, назначенному работодателем для организации трудовой деятельности. В рамках борьбы с бедностью также будут увеличены объемы финансирования программы содействия занятости по таким зарекомендованным технологиям, как проведение общественных работ, финансовая помощь на создание собственного дела, трудоустройство на промышленных предприятиях, организация профессионального обучения и дополнительное профобразование безработных граждан. Ежегодный охват мероприятиями активной политики занятости составит при этом более 35 тысяч человек или в 1,4 раза больше отчетного периода. Будет продолжена также реализация проекта «Местный кадр в промышленность». На сегодняшний день в проекте участвуют уже 23 компании, и с момента запуска этого проекта компаниями-участниками трудоустроено более 14,5 тысяч жителей республики. За первое полугодие текущего года трудоустроено уже более 3000 человек. В основном это молодежь до 30 лет, и при этом приняты наши граждане как на работу вахтовым методом, так и на сезонные работы. В июле текущего года нами утвержден план трудоустройства местных жителей в промышленные предприятия, в соответствии с которым на период до 2024 года мы планируем трудоустроить более 27 тысяч человек. Мы продолжим также реализацию проекта «Занятость на селе». Вы знаете о том, что в 2018 году в пилотном режиме данный проект был запущен на территории Намского УЛСа, и в текущем году он уже действует на территории 3 муниципальных районов, это Горный, Хангаловский и Оренбургский УЛСы, и мы планируем в рамках реализации этого проекта за 3 года создать 311 рабочих мест, снизить уровень регистрируемой безработицы и реализовать индивидуальные планы по содействию и трудоустройству еще 920
124 незанятых и безработных граждан. План первоочередных мероприятий также учитывает задачу, которая поставлена главой республики по созданию 10 тысяч новых рабочих мест в несырьевом секторе экономики. Реализация этих направлений при максимальном вовлечении в эти процессы малоимущего населения окажет непосредственное влияние на снижение уровня бедности. В соответствии со стратегией социально-экономического развития нашей республики мы планируем к 2024 году снизить общий объем безработицы до 6,7% пунктов. Вместе с тем хотел бы отметить, что мы должны стремиться сократить уровень безработицы более опережающими темпами и достигнуть к этому периоду 5% пунктов. Рост уровня оплаты труда будет являться ключевым источником повышения доходов населения. Повышение оплаты труда указанных категорий и далее будет обеспечиваться на уровне достигнутых соотношений с средним доходом от трудовой деятельности в республике. Вы знаете о том, что в 2018 году минимальная гарантия в области оплаты труда увеличилась в 1,6 раза, в связи с чем фонд оплаты труда работников бюджетного сектора экономики был увеличен на 4 миллиарда рублей. В связи с повышением прожиточного минимума и, соответственно, минимального размера оплаты труда в 2020 году до 12 130 рублей с ростом на 7,5%, дополнительные расходы государственного бюджета на эти цели в 2020 году оцениваются 921 миллион рублей. Основным инструментом снижения бедности должно стать развитие системы государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. Как показывает наша практика, система социального контракта является наиболее эффективным механизмом преодоления бедности, так как стимулирует граждан к активным действиям по улучшению своего материального положения. Мы планируем расширить практику оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта. При этом 90% средств будет направлено на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства для населения, которое проживает в сельской местности. При этом приоритет будет отдан многодетным семьям. Если в 2018 году на эти цели было направлено 200 миллионов рублей, то мы приняли решение об увеличении объемов направляемых на реализацию социальных контрактов до 255 миллионов рублей ежегодно, начиная с текущего года. При этом порядка 9 тысяч многодетных семей получат такую помощь. Но хотел бы отметить, чтобы для того, чтобы обеспечить запланированный показатель, потребуется помощь и федерального бюджета, поскольку средств государственного и местных бюджетов на расширение этого эффективного механизма помощи преодолению бедности недостаточно. Мы также пересматриваем технологии предоставления данной меры поддержки с учетом необходимости совершенствования социального сопровождения получателей социального контракта в целях повышения эффективности данной востребованной меры государственной поддержки. Особое внимание, как наиболее уязвимой категории, будет уделено семьям с детьми. Уже в текущем году в республике приняты дополнительные меры. Так увеличено финансирование до 350 миллионов рублей по предоставлению единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья семьям, имеющим 5 и более детей. Принят закон республики о статусе многодетной семьи, согласно которому многодетной будет считаться семья, в которой ребенок также учится по очной форме обучения или служит в рядах российской армии до 23 лет, и эта мера позволит семье продолжить в этот период получать меры поддержки на приобретение школьной одежды, школьного питания, лекарственное обеспечение детей дошкольного возраста, а также приобретать субсидированные авиабилеты на межрегиональные авиаперевозки. По состоянию на текущую дату предоставлены новые выплаты при рождении по состоянию на 1 января 2019 года. Так, 1599 семей получили единовременные денежные выплаты при рождении первого ребенка в размере 33 812 рублей. 1237 семей получили сертификаты на выплату регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в размере 135 908 рублей. 2004 семьи получают ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей в размере 16 906 рублей до достижения детьми возраста 3 лет.
По предварительным оценкам, на период до 2024 года расходы на новые выплаты составят порядка 18 миллиардов 800 миллионов рублей. В текущем году принят федеральный закон, который изменяет критерии нуждаемости семей с полуторакратной на двухкратную величину прожиточного минимума в регионе при установлении ежемесячных пособий при рождении первого и второго ребенка. И при этом период выплат для таких семей будет установлен до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе. Эти изменения вступят в силу 1 января 2020 года. Также в качестве дополнительных мер по поддержке семей с детьми нами прорабатываются мероприятия по поддержке многодетных семей, проживающих в арктических территориях, в части расширения объемов субсидирования воздушных межвузных периодов, а также установления выплат на приобретение школьной одежды для всех детей из малоимущих семей. Прорабатывается также вопрос совершенной организации питания в школах для детей из многодетных и малоимущих семей в целом по республике. Если остановиться на совершенствовании системы предоставления мер социальной поддержки, хотел бы отметить, что сегодня на территории нашей республики, как и в целом по стране, внедряется единая государственная информационная система социального обеспечения с осуществлением постоянной загрузки сведений о получателях мер социальной защиты. В нашей республике это 47 поставщиков информации. Полученные сведения о предоставлении разными уровнями власти мерах поддержки в комплексе позволят более полно оценить глубину нуждаемости, выработать предложения по усилению адресности, по нуждаемости предоставляемых мер социальной поддержки. Важнейшей работой этого этапа будет оценка влияния региональных мер социальной поддержки на снижение бедности, а также выявление наиболее эффективных инструментов социальной поддержки, которые способствуют скорейшему выходу семей из бедности. Также нам необходимо изучить возможность перераспределения ресурсов в пользу нуждающихся граждан на основе существующих и действующих мер социальной поддержки, развития социальных программ, ориентированных прежде всего на поддержку малоимущих семей. Да, я заканчиваю. Вы знаете о том, что в текущем году Министерством труда Российской Федерации на территории 13 субъектов Российской Федерации реализуются пилотные проекты по снижению бедности. Основная цель пилотных проектов – это проведение всестороннего анализа причин бедности и разработать на примере участвующих субъектов универсальные и эффективные механизмы, направленные на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности. В соответствии с рекомендациями Министерства труда Российской Федерации после завершения этих пилотных проектов будут разработаны типовые рекомендации по разработке социальных программ по борьбе с бедностью, и эти программы будут доведены до регионов. Разработанные нами проекты распоряжения правительства о первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого роста реальных доходов населения и снижению уровня бедности учитывает все вышеозвученные меры и направления с учетом сложившегося социального профиля бедности. Этот проект разработан с привлечением научного сообщества и экспертов. Он находится на стадии согласования объемов дополнительного финансирования на 2020-2022 годы, и по нашим предварительным оценкам на реализацию плана будет предусмотрено на период до 2024 года более 137 миллиардов рублей, в том числе на 2020 год более 22 миллиардов рублей. Целевой ориентир, как я уже отметил, это снижение уровня бедности в 2 раза, и ежегодное снижение при реализации нашего плана составит от 10 до 20 тысяч человек. Вместе с тем считаю, что основой для снижения бедности будет являться экономический рост при сохранении инфляции на низком уровне, рост доходного потенциала предприятий и организаций всех форм собственности, соответственно занятости и заработных плат работников. Благодарю за внимание. Спасибо, Алексей Александрович. Пожалуйста. Сейчас мы выслушаем содоклад. После содоклада